примерно то же самое происходит с нашим организмом внутри, когда попадает остальные 80% неотфильтрованной гадости, которые содержатся в табаке. В интернете полно таких предостерегающих и даже пугающих видеороликов. Но даже при хорошей осведомленности о вреде табакокурения для здоровья немногие стремятся избавиться от никотиновой зависимости, утешая себя тем, что болезнь его не коснется. В день отказа от курения врачи предлагают курильщикам хотя бы на один день забыть о пагубной привычке и задуматься о своем здоровье, попытаться снизить риск развития и обострения хронических заболеваний, да и просто улучшить свое состояние. В современном мире и без воздействия именно курения есть очень много негативных факторов, которых в достаточном объеме для того, чтобы наш организм чувствовал себя не совсем комфортно. Есть некоторые факторы, которые не зависят от самого человека, но мы должны с вами сделать все возможное для того, чтобы хотя бы то, что в наших руках. Всемирный день отказа от курения отмечается ежегодно в последний майский день. Он был провозглашен Всемирной организацией здравоохранения из-за возрастающей статистики. Последствия вредной привычки ежегодно приводят к смерти около 6 миллионов человек во всем мире. Из них 600 тысяч так называемые пассивные курильщики, те, кто вдыхают запах дыма, исходящий от курящего человека. Существуют различные способы курения, но с одинаковой вредностью. В результате в большом количестве умирают нервные клетки, вызывая тем самым у курильщиков кальяна психические нарушения. Углекислый газ, формальдегид, смолы, содержащиеся в табачном дыме, в кальянном табаке способствует развитию ракового заболевания. Кальян своей экзотичностью является приманкой для подростков, которые никогда раньше не пробовали курить и не курили. Особенно для тех ребят, которые стараются копировать действия своих сверстников из-за своей некоторой жизненной неуверенности. В рамках Дня отказа от курения Республиканский центр медицинской профилактики предоставляет возможность пройти флюорографию и сдать кровь для анализов. Так можно проверить свое здоровье без необходимости обращаться в больницу. Мы всем желающим измеряем сахар крови, холестерин, так как это один из факторов риска развития заболеваний, которые ведут к смерти внезапной. Также мы определяем угарный газ в организме человека с помощью смокалайзера и газоанализатора. Цель такой акции – снижение распространенности табачной зависимости. Известно, что больше 25 заболеваний возникают и ухудшаются под воздействием курения, в том числе легочные, сердечно-сосудистые и онкологические. Возникает инфаркт миокарда, возникает атеросклероз сосудов верхних и нижних конечностей, атеросклероз коронарных артерий. Сегодня любителей подымить запугивают страшными картинками, в красках сообщая об ужасных последствиях пагубной привычки, и даже повышают стоимость табака. Однако ничто извне, будь то запреты, устрашения, ограничения, не в силах избавить человека от дурной привычки, пока он сам этого не захочет, и для этого не обязательно обращаться к наркологу. Залина Могушкова, Рамзан Зурабов, Новости 24.